Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 9. Креативные индустрии. Креативная индустрия – ежегодно растущий на 15% сектор экономики во всем мире. И эти цифры настолько привлекательны, что заставляют многих скептиков замолчать и задуматься. У этого сектора экономики невероятно высокий потенциал, особенно если смотреть на международные цифры. В российском законодательстве пока нет самого понятия «креативная индустрия». Из-за этого сферу иронично называют «коммуникационное подвижничество». Однако законопроект о креативных индустриях и творческом предпринимательстве уже разрабатывают. Что такое вообще креативная индустрия? По общему определению, креативные индустрии – это виды деятельности, которые используют или создают интеллектуальную собственность. Это и кинематограф, мультипликация, дизайн, искусство. К творческим индустриям относятся и промышленный дизайн, и индустрия моды, музыкальная индустрия, телевидение, и производство компьютерных игр, и галерейный бизнес, издательский бизнес и книготорговля, рекламное производство и средства массовой информации. К слову, 2021 год объявлен годом креативной экономики. Ну а почему мы начали говорить сегодня про эту тему, мы расскажем дальше. Вы слушаете подкаст Digitalks, у микрофона Наджия Феми и Сибия Асанова. Digitalks. У нас традиционно принято культуру воспринимать как общественное бесплатное благо. То есть культура и предпринимательская деятельность традиционно не стыковались. И вот сейчас идет этот перелом – восприятие того, что культура тоже может быть экономически успешной. Сибия, ты слышала про эффект Бильбао? Я для наших слушателей сейчас расскажу подробнее, поскольку это очень интересный кейс. И о нем я рассказывала на бизнес-форуме в мае этого года. Значит, город Бильбао в Испании, депрессивный регион, дотационный. И вот там, в самой унылой промышленной части, появляется суперсовременный музей – музей Гугенхейма, где собраны шедевры современного искусства. Очень инстаграмный музей, я бы сказала. И вот он становится популярнейшим местом, куда начинают массово приезжать туристы, оставлять свои туристические евро как в музее, так и в окружающей инфраструктуре. И город Бильбао расцвел. С тех пор все пытаются этот эффект повторить. Это так, для общего развития и в качестве примера того, как культура может поменять жизнь целого региона. Почему для нас этот пример актуален? Это очень наглядная история того, что сегодня уникальность, неповторимость, то есть то, чем крымские татары так привыкли гордиться, и есть самый что ни на есть востребованный в мире товар. Тот же Netflix в постоянном поиске новых сюжетов и историй. А у крымских татар что не судьба или семейная история, то роман или целый сериал. Эксперты говорят о настоящей экспансии корейской волны на мировые рынки. Современная южнокорейская культура вызывает у людей по всему миру огромный интерес. Речь идет о моде, кино, компьютерных играх и других мультимедийных проектах. Думаете, просто так получилось? Нет. В Южной Корее с 2009 по 2017 год работало специально созданное правительственное агентство креативного контента «Косса». Во многом именно его деятельность позволила наладить работу с креативными индустриями и вывести корейский контент на международный рынок. Вы еще рассказывали про феномен якутского кино. Это тоже уникальная и очень показательная история, которая могла бы быть для нас ролевой моделью. Так получилось, что в Якутии после развала Советского Союза сохранилась, как и везде, локальная маленькая киностудия. То есть были какие-то производственные мощности, была площадка. И на базе этой киностудии стали возникать небольшие продакшены, которые стали пробовать свои силы в кинематографе. В начале нулевых в Якутии вышло 2 короткометражные картины. В 2007 году уже 5, а в 2011 году 15 фильмов. За последние 15 лет в якутский прокат вышло более 115 картин, и это почти в 5 больше, чем за то же время выпустила крупнейшая российская студия «Мосфильм». Про Сахавуд, якутский Голливуд, начали писать восторженные статьи после того, как на Московском международном фестивале в 2018 году победила картина Эдуарда Новикова «Царь-птица».
С тех пор восторги по поводу якутского кино не утихают, а его успехи множатся. Так, в 2020 году победителем кинотавра стал фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. В этом году в конкурсе снова работа из Якутии – картина «Нучча» Владимира Мункуева. И у нее есть все шансы выиграть главный приз. По данным ОНО, Якутская республиканская киносеть, одним из лидеров проката прошлых лет в регионе стала криминальная комедия «Агент Мамбо», которая заработала свыше 16 миллионов рублей при вложениях в 3-4 миллиона рублей. Ее посмотрели 63 тысячи жителей, тогда как голливудский фильм «Король лев» – 97,5 тысячи зрителей. А о чем якуты снимают кино? Но это и бытовые сюжеты, и сценарии, основанные на мифологии, традиционных верованиях, шаманизме. Главный момент – все фильмы выходят на якутском языке. И даже победитель кинотавра, о котором выше говорили, тоже. То есть получается, что зрители, которые приходят смотреть эти фильмы, поддерживают рублем свои же якутские продакшены, а те снимают новые картины. Да, все так. Сами якуты голосуют рублем за свои фильмы. Местное кино прославилось и за пределами страны. Несколько лет назад на фестивале в южнокорейском Пусане показали сразу 12 якутских лент, сделав исключение в регламенте для Якутии. Обычно такую спецпрограмму здесь составляют из картин целых стран, а не отдельных регионов. Digitox. Кстати, летом этого года Министерство культуры Российской Федерации представило на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагали закрепить понятия креативной индустрии и креативное предпринимательство. Основным камнем преткновения здесь является понятие «интеллектуальная собственность», вокруг которого по сей день витает множество вопросов и неопределенностей. Кстати, об этой наболевшей и в нашем сообществе теме мы поговорим в нашем следующем эпизоде. Такой вот маленький анонс. Ну а что касается креативной индустрии, то хотим рассказать вам еще о том, что делаем сами. 2 года назад, в 2019 году, Джанлы провели фестиваль молодого крымско-татарского кино, в рамках которого представили зрителям 6 короткометражных картин молодых крымско-татарских режиссеров: Нариман Алиев, Ахмеди Эрнест Халил, Набат Гасанова, Джемиль Альхауф, Рустем Муратов и Эдие Катаман. Кстати, работа Эдие Катаман, фильм «Тан Казарганда» на рассвете, прошла в специальном закрытом формате, премьеры в Крыму еще не было. Для меня особенно ценно, что у нас появляются и девушки-кинорежиссеры. В 2018 году мне посчастливилось снять свой первый документальный фильм, посвященный нашему национальному герою Али Майдамаху. Фильм назывался «Тан Казарганда» с хронометражем 25-27 минут. В целом, я жила с этой идеей долгих 5 лет, пока училась на факультете кино в городе Анкара. Почему именно Али Майдамах? Я влюбилась в этого героя еще будучи ребенком, слышав о нем истории из уст моих родителей, бабушки, также преподавателей в школе. И это тот самый герой, который вдохновлял меня, моих друзей. И я всегда понимала, что это наш татарский Робин Гуд. И с одной стороны, было обидно о том, что мало кто знает о том, что у нас тоже есть национальный герой, с которого можно брать пример. И это меня даже немножко задевало. Поэтому я понимала, что нужны какие-то определенные, может быть, материалы, которые бы могли рассказать об этом факте нашему будущему поколению, чтобы они тоже помнили и не забывали. Да, к сожалению, информации мало. Тем более сегодня наша молодежь мало читает, больше смотрит, поэтому, возможно, стоит с ними говорить на их языке. То есть все-таки создавать больше аудиовизуальных материалов. Фестиваль молодого крымско-татарского кино обязательно должен получить продолжение, и мы активно работаем в этом направлении, в том числе и сами, как Джанлы Продакшн, приступили к съемке короткометражного фильма «Муптиля. Одержимый», премьера которого запланирована на осень 2021 года.
Да, о процессе создания фильма подробнее мы рассказываем на наших аккаунтах и страничках в социальных сетях. Переходите, ссылки есть в описании, мы рассказываем и показываем закулисье процесса, это интересно. А еще мы хотели поговорить о том, зачем вообще начали этот разговор. После всех озвученных цифр и перспектив, я думаю, это очевидно. Это растущая сфера экономики во всем мире, и рост будет продолжаться. Поэтому, если вы сегодня выбираете себе направление для образования, есть над чем подумать. Во-вторых, это возможность развиваться без привязки к региону. Вы можете работать в любой точке мира удаленно. Главное – смотреть и видеть широко, говорить с миром на понятном языке, а это уже требование к самообразованию. А еще это отличная опция для продвижения нашей уникальной культуры, которой мы все гордимся, но делиться жадничаем. Причем объектом нематериальной культуры является и кухня, например. Ага, чувствуете, чем пахнет? Для крымско-татарского языка развитие национального кинематографа тоже может стать спасательным кругом. Ведь в производство будет вовлечено много людей – писать сценарии, играть роли, снимать, смотреть. Именно, нужны будут команды, вовлеченных в процесс людей. Думаю, после этого подкаста вам есть над чем поразмышлять. Будем рады вашим мыслям, пишите в комментариях, будем отвечать. А мы пока отправляемся готовить для вас новый эпизод подкаста Digitalks. Над подкастом работали Наджия Феми, Сибия Асанова, Эскендер Асанов и Эльдар Куртсидов. До встречи, пока!